друзья! В канун новогодних праздников я получила несколько вопросов и с удовольствием хочу на них ответить. Первый вопрос. Если бы это было в вашей власти, какое бы имя вы дали внучке Санта-Клауса и почему? Отвечу таким образом. Я бы назвала внучку Санта-Клауса Мира. Мира, добра, мира, любви. И чтобы этот мир наполнял всю Вселенную. И если мы придем к испанскому языку, то мира – это смотреть, видеть. И я убеждена, что внучка Санта-Клауса с именем Мира будет видеть весь мир и знать, что ему необходимо. И, конечно же, дарить это людям. Второй вопрос. Ваш самый запомнившийся новогодний костюм из вашего детства? Ну, понятно, что я была и снежинкой. Я помню, что мама готовила специальную корону для меня, разбивала стеклянные игрушки, и это все на клей насаживалось. Мы не делали специальные звездочки, снежинки. И еще у меня был очень интересный костюм лисички. Я помню, первый раз в жизни была ведущей, и я учила огромнейший текст. Мне дали прекрасный костюм, и я была лисичкой-сестричкой. Третий. Если бы вы были Снегурочкой, кто бы был вашим Дедом Морозом? Ну, конечно же, моим Дедом Морозом был бы мой дедушка Риф Лутфулович. Я его очень сильно люблю, и он для меня был действительно как Дедушка Мороз. Очень добрый, он всегда меня учил, направлял и, конечно же, дарил радость и подарки. А самое главное – любовь. Итак, четвертый вопрос. Если бы вам предложили создать дизайн елочных игрушек имени вас, какими бы они были? Ну, конечно, это были бы сладкие игрушки, которые можно было бы огромной компанией и семейной, и дружеской наряжать елку, есть эти елочные игрушки, и у всех было бы хорошее настроение. А еще было бы интересно сделать елочные игрушки из сахарной ваты. Или посыпать всю елку этой сахарной ватой, чтобы она была вкусной, сладкой. И было ощущение, что на ней снежок. Итак, пятый вопрос. Какая у вас любимая новогодняя песенка? Спойте, пожалуйста, ее акапелла. Недавно только вспоминала о том, что в хоре я пела одну из красивейших народных песен. Это песня на украинском языке «Щедрик-щедрик». Конечно же, в хоровом исполнении она звучит намного насыщеннее, но мелодия такова. Она очень простая и очень красивая. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки поводились, а ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе шинка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Спасибо, спасибо. Итак, шестой вопрос. Знаете, в интернете под Новый год куча мемов о мандаринах. А вы любите мандаринки? Если да, то сколько нужно начистить вам мандаринок, чтобы услышать от вас одну песню? Ну вот я не чистила ни одну мандаринку, и никто мне тоже не чистил, я спела для вас песенку. И вообще считаю, что лучше собираться вместе, большой дружной компанией, чистить мандарины и петь песни вместе. Итак, седьмой вопрос, крайний. Многие верят в такую примету, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Какую примету на Новый год вы бы ввели, если бы смогли? Примет как таковых нету. Самое главное, чтобы вы не забывали о близких. Звоните своим родным, своим родителям,
папам, мамам, бабушкам, дедушкам. Эти моменты очень ценные, очень важные, потому что мы всегда в суете своих дел, и всегда не хватает времени. И, конечно же, времени не хватает на самых близких, поэтому в этот поистине семейный праздник я бы хотела, чтобы каждый из живущих на планете позвонил своим родителям, сказал, как он их сильно любит, пожелал им крепкого здоровья и сказал, что они очень нам нужны. Вот, наверное, такую традицию я бы ввела. Так, я вас еще раз хочу поздравить с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья. Не забывайте, что все наши мечты сбываются, и ни одна мысль к нам не приходит без силы воплотить ее в жизнь. Поэтому берегите себя и своих близких. И, конечно же, чтобы ваши родные и близкие поддерживали вас, верили в вас. Дарите тепло, добро и будьте милосердны.